Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Лицо казанской национальности. Казембек, отец русского востоковедения. Счастливая звезда привела его в Казань. Семья от него отказалась. На историческую родину путь ему был заказан. В мусульманском мире он был проклят как вероотступник. Но мало кто другой сделал столько для развития восточной культуры в России, как этот человек. Имя ему Мирза Мухаммад Али, но более известен он как Александр Касимович Казембек. Поистине, пути Господни неисповедимы. Казалось бы, линия жизни Мухаммада Али была предопределена самим фактом его рождения в семье ученого-богослова Казембека, происходившего из знатного дербентского рода. Дербент до присоединения к России входил в состав Кубинского ханства, и Касим Казембек служил назиром, министром, то есть, у тамошнего правителя Фетх-Али хана. Возвращаясь из паломничества в Мекку, Хаджи Касим женился на дочери губернатора Решта, Персии, Мир-Багир-хана по имени Шараф-Ниса. В Реште 22 июня 1802 года от этого брака и родился первенец, которого назвали Мухаммад Али, готовя его к богословской деятельности. Поначалу все складывалось именно так, как хотел Хаджи Касим. Когда мальчику исполнилось 9 лет, он переехал с матерью к отцу, который к тому времени уже был назначен на почетную должность шейх-уль-ислама Дербента. Али проявил незаурядные способности и уже в 17 лет написал первый самостоятельный научный труд «Опыт грамматики арабского языка», а еще через год «Шарады на арабском и персидском языках». За образованность его стали называть Мирзой Али Мухаммад Беком. Мирза или Мурза – титул, равный дворянину. Отец хотел отправить талантливого сына на учебу к родственникам в Персию или в Аравию. Но после присоединения Дербента к России Хаджи Касима заподозрили в том, что он шпионил в пользу Персии. Лживый донос состряпал местный бек Лютар Али, бывший личным осведомителем главнокомандующего на Кавказе генерала Ермолова. Шейха, лишив всех званий и сословий, отправили в ссылку в Астрахань, куда вскоре вслед за отцом прибыл и Мирза Али. В Астрахани произошла роковая встреча Али с Макферсоном и Гленом, шотландскими миссионерами, круто изменившая его судьбу. Иностранцы попросили образованного юношу, Мирза Али в то время уже владел, кроме родного азербайджанского, арабским и турецким, помочь им в постижении восточных языков, а сами давали ему уроки европейских языков. Али очень быстро освоил английский и иврит и стал заниматься переводом священных текстов. Это занятие настолько его увлекло, а содержание переводимых им книг показалось ему столь необычным и интересным, что он решился на чрезвычайно опасный и трудный шаг – смену вероисповедания. Причем он принял христианство в такой экзотичной для России форме, как пресвитерианство. Мирза Али крестился и стал называть себя Мирза Александр Казембек. Шотландские друзья предложили ему ехать на учебу в Англию, но царские власти усмотрели в том опасность
и отправили Казимбека от греха подальше учителем в Омскую азиатскую школу, куда первоначально хотели сослать и его отца. Как бы сложилась жизнь молодого преподавателя в сибирской глуши, сказать трудно. Но снова вмешался его величество случай. В Казани Александр тяжело заболел и был на время оставлен в доме ректора Казанского императорского университета немца Карла Фукса. Муж и умный, и ученый немец, как назвал Фукса Пушкин. Фукс, поговорив с гостем, не мог не поразиться его способностям и сделал все возможное и невозможное, чтобы оставить Казимбека в Казани. Сначала Александр Касимович преподавал арабский и персидский, а также и турецкий язык с указанием уклонений от него языка татарского и других тюркских наречий в знаменитой Первой Казанской гимназии, где как раз после ухода другого талантливого ученого-востоковеда Ибрагима Хальфина, о котором мы уже рассказывали в наших выпусках, освободилось вакантное место. А вскоре по ходатайству казанских ученых Казимбек был принят лектором восточной словесности в Казанский университет. Знаменитый казанский ориенталист Френ, учитель Ибрагима Хальфина, того времени уже работал в Санкт-Петербурге, поэтому Березин, ученик Казимбека, в своем биографическом очерке замечает, что счастливая звезда привела его будущего учителя в Казань в то самое время, когда университет искал возможности пополнить невозвратимую потерю. Любопытно, что по приезде в Казань Казимбек плохо понимал по-русски, но в кратчайшие сроки выучил язык, для чего перевел на русский с персидского стихотворение Саади. В Казани Казимбек прожил 20 лет и стал настоящим полиглотом, добавив к тем языкам, которые уже знал, еще немецкий, французский и татарский. Итого 11 языков, включая родной азербайджанский. Кстати, именно Казимбек ввел в научный оборот термин «азербайджанский язык», который тогда, правда, называли адербайджанским. Поворотным моментом в научной карьере Казимбека стала книга «Грамматика турецко-татарского языка», написанная им в 1829 году. Это был первый в мире опыт изучения тюркских языков на основе сопоставительного анализа. Труд был удостоен самой почетной тогда в России Демидовской премии. Сочинение перевели на немецкий язык, и оно служило учебным пособием не только в России, но и в Европе. В том же году Казимбек был избран членом Великобританского Королевского азиатского общества. Позже он станет членом научных сообществ Франции, Германии, Голландии и США. А через 6 лет членом-корреспондентом Российской академии наук, а еще через 2 будет избран ординарным профессором по кафедре турецко-татарского языка Казанского университета. Однако его научный интерес вызывали не только языки, но и история и религия восточных народов. В Казани Казимбек начал собирать материалы для фундаментального труда под названием «Полный конкорданс Корана» или «Ключ ко всем словам и выражениям его текстов для руководства к исследованию религиозных, юридических, исторических и литературных начал всей книги». Над этой книгой он работал 25 лет и завершил в Петербурге, куда переехал в 1845 году.
Журнал Министерства народного просвещения писал об этом труде следующее. Это есть пособие, за которое в высшей степени благодарны ему как мусульманский мир, так и ориенталисты, то есть востоковеды всех стран, исследующие этот мир. Казимбек считал, что исследование Востока более всех других отраслей науки нуждается в личном, хотя бы кратковременном ознакомлении его исследователей с местными языками и обычаями. 4- или 5-летнее занятие молодых людей в университете восточными языками даже и при существующих способах не могут подвинуть так далеко их познание, как кратковременное пребывание их на самом Востоке. Конец цитаты. Родившись и прожив много лет на Востоке, профессор призывал своих учеников и других ученых к путешествиям. Восток – дело, как известно, тонкое, и только по книжкам и рассказам проникнуть в ткань его тысячелетней культуры невозможно. Энциклопедические знания, основанные на собственных ощущениях и опыте, умение обращаться как с европейскими, так и восточными источниками, принесли Александру Казимбеку заслуженный авторитет и славу патриарха российской ориенталистики. Как точно выразился академик Коновалов, он соединял в себе европейскую ученость с ученостью восточной. А академик Бартольд сказал еще определение. Сенковский и Казимбек своими лекциями создали русское востоковедение. Почти все русские ориенталисты следующих поколений были учениками одного из этих двух ученых. Конец цитаты. Александру Касимовичу посчастливилось общаться со многими знаменитыми людьми. Профессор 2 года занимался с юным еще тогда Львом Толстым, восточными языками, в том числе татарским. У него сложились добрые отношения с Николаем Лобачевским, сменившим на посту ректора Казанского университета Карла Фукса. Во время своего приезда в Казань Пушкин долго беседовал с Казимбеком, а в Петербурге, уже находясь в плену, с ним пожелал встретиться легендарный предводитель горцев Кавказа Шамиль, который произвел на ученого самое благоприятное впечатление. Казимбек был убежден, что на Кавказе нельзя бряцать оружием. 3 орудия – великодушие, бескорыстная храбрость и правосудие. Есть 3 орудия, которыми можно покорить весь Кавказ. Одно без другого не может иметь успеха, писал он. Несмотря на то, что Казимбек еще в юные годы отошел от мусульманства, он всю жизнь сохранил уважение к этой мировой религии и людям, его исповедовавшим. «Ислам не может быть преградой цивилизации», — говорил ученый, напоминая, что во времена аббасидов все просвещение греков было перенесено в столицу ислама, а именно в Багдад. Мало кто задумывался о том, что богатая античная культура стала известна Западу благодаря обратным переводам с арабского произведений Аристотеля, Платона, Сократа и других древнегреческих мыслителей. То есть эти произведения были утеряны, а Европа узнала о Древней Греции и о ее философах и мыслителях, переведя с арабского на европейские языки их труды. Казимбек поддерживал отношения с видными мусульманскими деятелями и старался помогать талантливой молодежи. Так, Мухаммед Гали Махмудов,
блистательно владевший арабской каллиграфией, был приглашен сразу профессором на преподавательскую работу в Казанский университет, что было для выходца из глухой татарской деревушки большой честью. В 1842 году Казимбек женился на дочери казанского дворянина Александра Петровича Костлевцева. Ее звали Прасковья. А дочь от этого брака, Ольга Александровна Казимбек, вышла замуж за Николая Евгеньевича Баратынского, сына выдающегося русского поэта. Баратынского мы еще будем рассказывать впереди. Род Казимбеков внесен в третью часть родословной книги Казанской губернии, и из этого рода вышло много известных в России и во всем мире людей. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.